Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, пятничный вечер. Вы смотрите программу «Спортклуб». В студии работает Дарья Анкехова и Власий Сергеев. Сегодня у нас 4 блока, как обычно, и 4 разные темы, потому что спортивные мероприятия были, есть и будут, и люди занимаются спортом. И, конечно, мы должны осветить все это в нашем эфире. Да, и в первом блоке мы будем говорить об очень интересном виде единоборств, о сумо. Ведь у нас сборная команда Якутии вылетела недавно на соревнования, на чемпионат России и стала победительницей командного кубка. Есть достижение, очень яркое достижение, которое мы обсудим в первом блоке нашего эфира. С большим удовольствием представляем вам гостей первого блока. У нас сегодня в студии председатель Федерации сумо Республики Саха-Якутия Дмитрий Петров, а также члены сборной команды Республики Саха-Якутия по сумо Никита Валеев и Евгений Алексеев. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Дмитрий, конечно, вы являетесь председателем Федерации сумо, и первый вопрос, соответственно, к вам. Как вы оцените выступления наших спортсменов и вообще, в который раз они представляли честь республику? Ну, вот первенство России и Кубок России примерно это одинаковое соревнование, но это через день, например, чемпионат России 3 дня было, а первенство России Кубок России 1 день. Ну вот наша команда свой шанс не упустил. Вот это радует. Мои парни, как говорится, все отдали к этому Кубку Победы. Там стенку команда идет. Мы на финале выиграли большую команду Осетию. 2-1 выиграли. Поэтому вот как-то я думаю, вот сам даже до сих пор не верю, что мы выиграли. Там, сами даже вот удивились, да? Участники сильные были, чемпионы Европы, призеры мира были. Ну, поэтому как-то я рад своей команде и вот шанс дал. Результатом довольны? Результатом довольны. И ковер бойной, как говорится по-якутски, нам сверху помог, да? Помог, говорю. Ну, отлично. Ну, действительно, серьезная заявка. Да. Вот, отметим для наших телезрителей то, что якутские представители республики, да, впервые участвовали на подобных соревнованиях по сумо в 2001 году. И тогда, кстати, вот бронзовую медаль завоевал известный всем, прекрасно известный всем Аял Лазарев. Ну и вот спустя годы сборная Якутии второй раз в своей истории вылетает на эти соревнования. И опять триумфально возвращается. И вот, да, и теперь вот у нас командный кубок, который вот сейчас у нас, кстати, стоит в студии, да, вот можете полюбоваться на этого красавца. И хотелось бы отметить то, что, ну, о регламенте, да, вот командных соревнований. Мы знаем то, что в матче участвуют по 3 спортсмена с каждой команды. И, ну, тут все банально, да, кто больше выиграл, тот и победил. Кто на одно очко выиграл, уже победитель. Вот наши ребята, Увар Тимофеев, тяжеловес, и Евгений Алексеев, они вот сами точку поставили. Вот Халыев Александр, к сожалению, проиграл, но вот сборная Осетии 2-1 выиграли в этом чемпионате, и кубок достался нам. Из этого мы радостны. Тренер Осетии там начал кричать, что как так, это проиграли. Но у него были причины, на самом деле, вот... Они уверены были в победе, даже вот организаторы сами удивились, до сих пор удивляются, как Якутия выиграла. Откуда они такие появились, да? Появились и выиграли. Первый раз пришли, и кубок командный выиграли. Сразу выиграли. Мы знаем то, что Осетия входит в число лидеров, да, вот именно по этому виду спорта по всей стране. Вот предыдущие годы, вот до эфира, да, разговаривали, вот вы сказали то, что Осетия много раз выиграла. Вот сколько раз вот Осетия вообще, ну, в последние годы побеждала вот именно этот трофей? Ну, каждый год он выигрывает, оказывается, вот Кубок России командный. И Тыва тоже выиграл, оказывается. Но вот этот раз вот Якутия себе показал. Они ждали, вот хапсагисты выиграли, сумоистов, типа такого у них уже реклама идет по России. Ну, думаю, что ну, от радости пока не стоп. Ну, выиграли. Шансы. Мы шансы не упустили просто. Это один раз. Это мгновенно. Это быстрая борьба. 15 секунд борьба. 20 секунд. И все. И все. Круг маленький и быстро. Быстрый старт и быстрая победа.
Ну и давайте поговорим с теми ребятами, которые улыбнулась вот эта удача, которые не упустили свой шанс. Вот, Никита, расскажи, пожалуйста, как ты пришел вообще в сумо, да? И доволен ли ты своим результатом на этих соревнованиях? Да, я очень доволен результатом, ну, потому что участвовал первый раз. Ну, борьба сумо, ну, похожа с нашей борьбой национальной. Ну и как бы сильно так перестраиваться, ну, не надо было, как бы. Ну, мы знаем то, что вот, например, Евгений участвовал, да, в командных Да. соревнованиях, а Никита в командных не участвовал. Но у Никиты В личном первенстве. в личном первенстве четвертое место, что является лучшим результатом наряду вот с Уваром Тимофеевым. Вот, Никита, расскажи, вот в твоей весовой категории сколько было участников и каков был уровень конкуренции? Так, ну, участников было 17 человек, ну, уровень, ну, более-менее это тувинцы боролись, потому что они более приспособленные были, ну, похожая борьба, и получается, ну, вот сложно с тувинцами было. С тувинцами, да, Да. все-таки? Ну а вообще ты когда вот именно выступал, ты рассчитывал на то, что ты можешь попасть именно в пятерку, да, лидеров? Или все-таки ты, выходя, ну, не чувствовал себе столько силы и мощи? Нет, конечно, я думал, что, ну, Попадешь. хотел, да, выиграть. А у меня личный вопрос. Вот ты очень высокого роста, да? Это тебе способствует или наоборот нет? Нет, способствует. Способствует, Удобно, да, нормально. Удобно, говорит. Ну, хорошо, и у нас в студии также Евгений Алексеев, который является одним из творцов этого успеха. Евгений, вот расскажите, вот в первом матче, да, вот командного кубка мы встречались, если не ошибаюсь, вот с командой Приморского, да, края. И с кем именно, с кем боролся ты и какая получилась схватка? Ну, первый раз бороться всегда тяжело по сумо. Ну, как так, у нас есть борьба Хапсагай. И, ну, уже полегче было с ними бороться. Но жаль, у нас нету борьбы на поясах. Из-за этого только есть трудности чуть-чуть бороться. Ну, я в команде боролся вторым. И была тоже ответственность такая, что если я проиграю, может наша команда проиграть. Ну, рад, что выиграл и принес своей команде победу. Серьезный груз ответственности. Да. Вот, Евгений, якутские любители спорта прекрасно знают, да, ну, как и Никиту, конечно же, вот, как мастеров борьбы Хапсагай. Но, Евгений, вы также еще и в вольной борьбе себя проявили. И как же эти навыки вот вольной борьбы и борьбы Хапсагай вам помогли вот в этом виде единоборств? Ну, борьба нам просто ковер чувствовать хорошо там. Уже как бы у тебя школа есть, на ковре чувствуешь, ну, как у себя дома уже. Ну, первый раз, конечно, было трудно, а уже со второй схватки уже было уже нормально. Главное было Легко, вкатиться, да, именно Да, вот в это. Ну, то есть все равно опыт именно Хапсагая и вольной борьбы тебе Да. вот именно помогают. да. Хорошо, а вот вопрос тогда к Дмитрию. А вообще можно немножечко истории вот Федерации сумо и как давно появилась, кто стоял у истоков организации Вот Федерации? истоков стоял Павел Павлович Пенигин. Это в 90-х годах. Он вот такую тоже команды собирал. И выезжали даже в 95-м году, я помню, Японии там турнир какой-то, чемпионат. И вот сейчас нынешний глава Евгений Слепцов, глава Северноколымска, он там призовые места занял. И еще один богатый Валер такой был, тоже, он тоже, вот, где-то, то же самое, он тоже призовые места занял. А потом вот это движение как-то остановился, и вот в 2000 году Мастахов Алексей Егорович ездил в 2001 году. Я тогда там должен тоже был поехать туда, вот этот чемпионат России, но как-то не смог, поехал. Я тогда вот чемпионат России, чемпионат Якутии в 2001 году в Верхнюйской Лусе было. Я там до 115 килограмм первое место занял, и в сборной Якутии сам это Вошли в зашел, состав. короче. Зашел в состав. И должен был вот первенство России поехать, ну, как-то такие обстоятельства сложились, и не поехал. Ну, у Алексея Егоровича команда, ну, призовое место, вот Лазарев Аял,
выиграл. Тогда. Там, Бронзовая медаль, да. бронзовый по молодежи. Там категория идет юниор, молодежь и Взрослый спорт. взрослый. До 22 лет юниор, 24 молодежь, а И потом старше, соответственно. 24 устьевства. Ну, вот такая у них категория дается. Ну как-то так. Ну, получается, начало да. было заложено еще в 90-х 90-х годах годах, Павлом 2000-х Павловичем мы- Пенигиным, да? Да. Нашим вот 2000-х легендарным спортсменом. Аял принес медаль, Да. и вот спустя чуть Не, больше вот 10 лет. Даже организации это все помнят, не? Когда вот мы вот сейчас ее исполнительный директор Арсенов Александр Михайлович там командует, я с ним тоже разговаривал на собрании, это тоже рассказывал, что якуты приезжали, где пропали, вот, почему вот не развивать этот спорт, То есть вас потеряли с поля зрения? потеряли поле зрения. А тут ребята приехали и Да? сразу. И сразу, да, мы Кубок здесь, привезли с собой. мы были рядом. Это вы просто нас не замечали, да? Не, вот команда ТВ 40 человек приезжает, например, на чемпионат России. Это большой состав, 40 человек. И команда Бурятии 15 человек. Буряты вот начали только участвовать 3 года назад. 3 года назад. Они И уже водят команду в составе 15. Да, 15 человек. А мы вот первый раз поехали, ну 6 человек со мной получается. Ну, Но с чего-то начинать надо же. Да, начинать. А дальше больше. Ну, попробуем. Тут сейчас много соревнований, по идее, по сумо, по России. Потому что сумо это Бахапсай, мы только себе в республику боремся. А сумо За пределами. за пределом. А он уже мастерский идет, международный класс дают там, все категории дают. Если первенство России выиграешь, если первенство России выиграешь, то уже сборная команда, и у тебя зарплата 70 тысяч получается. Месяц. Да. Еще Ну и что ж, можно денег зарабатывать. Да, ну и хотелось бы перед тем, как вот попрощаться, да, отметить то, что сумо как вид спорта признан Международным олимпийским комитетом, и, возможно, в скором времени этот вид спорта Олимпийский, попадет да. в программу Олимпийских игр. Да. Ну что ж, ребята, большое спасибо за то, что нашли время, посетили нашу студию, и, конечно, большое спасибо за ваш успех, за то, что порадовали нас, всех любителей спорта. Желаем вам дальнейших успехов. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся после короткой рекламной паузы. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем эфир, и второй блок мы посвящаем любимому виду спорта Власия. Любимому не только мне, но и, конечно, очень многим жителям республики, России, да и всего мира. Мы говорим о футболе, а если быть еще точнее, о мини-футболе. Ведь у нас мини-футбольный клуб «Заря», может быть, некоторые любители спорта потеряли из виду, да, нашу команду нет, наша команда играет, она выступает в зоне Сибирь. И, как вы догадались, дорогие друзья, мы будем говорить с представителями нашей столичной команды. У нас сегодня в студии в рамках второго блока гостят главный тренер мини-футбольного клуба «Заря» Олег Марченко и игроки «Зари». У нас в гостях Джулстан Пестряков и Айсен Савин. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос к вам, уважаемый главный тренер. Вот вы к нам сюда приходите часто. Мы постоянно обсуждаем ваши результаты. С чем пришли сегодня? Какой повод обсуждаем и чем мы можем уже порадоваться за наших ребят? Ну, мы недавно вернулись с тура, город Новосибирск, мы ездили туда командой и играли в зоне Сибири. Съездили не очень хорошо, одну игру выиграли, первую игру, вторую, наверное, немножко недооценили соперника или что-то случилось. В общем, вторую игру проиграли, но соревнования пока продолжаются, чемпионат продолжается. Мы играем, ну и пока боремся за самые высокие места. А вот если говорить подробнее, да, вот с кем играли, вот с какими командами прошли встречи? Ну, мы играли с Норильским никелем, город Красноярск. Команда играет в Суперлиге, у них очень сильный состав, и они усилились. Мы играли с дублем Норильского никеля и играли с новосибирской командой. Ну, там в Новосибирске тоже футбол очень сильно развит. Там команда «Сибиряк» представляет мини-футбол в Суперлиге. Там вот играл и наш воспитанник Никита Евтушенко. Сейчас он играет в Самаре,
В Самаре он играет. «Динамо Самара» команда. Он поменял, контракт подписал с другим клубом. Вот с двумя командами мы играли. Ну и вот так вот сыграли, в общем. Пока все у нас еще впереди, и пока играем и боремся. И будем Вот бороться. новость от представителей «Зари». У нас Никита Евтушенко. Я сам не был в курсе просто. Узнал, Оказывается, да, только «Динамо Самара». В Самаре, да. Так Мы как пошел. раз были в это время в Новосибирске, и команда приезжала, играла. Мы всей командой нашей «Зари» ходили, смотрели. Он стоял, вот 2 игры стоял. И одну игру они выиграли, одну проиграли, да? Так вот. Так что увиделись, встретились, поговорили. Он к нам в гости. Жили даже в одной гостинице, да? На одном этаже. На одном Даже этаже. так. Так что ребята успели Здорово. поболтать. Успели. Отлично. Ну что, ребят, ну расскажите свои впечатления от этой поездки в Новосибирск. Как расценивали вас соперники? Насколько сложны были для вас эти матчи? Ну, первая игра далась нам хорошо. Мы выиграли со счетом 3-1. Более такая уверенная игра была. Но во второй игре не знаю, чего не хватило. Но выигрывали весь матч. Потом начали, ну, по-моему, сдавать, что ли, я не знаю, что там произошло. Пропустили 2 быстрых мяча. Ну и потом тоже пошли там догонять. В контратаку попадали. Ну и так и второй гол, 4-й гол тоже пропустили. Но потом уже времени не оставалось. Ну, в итоге вторую игру с каким счетом вступили? Вторая игра 4-2. 4-2. 4-2. А вот у нас человек, который играет у нас в атакующей линии, скажем, да, Джилстан Пестряков. Вот, Джилс, какие впечатления вот остались от этой поездки у тебя? Вели 2-1 во вторую игру, про вторую игру. Там могли забить еще 3-й, 4-й, но не получилось. За это и нас наказали. Не забиваешь ты, забивать тебе вот. Золотое правило. И да, удача на них, на их стороне была. Так и А вот у ребят интересно, я знаю то, что как и Айсен, так и Джилус у нас выступали, по крайней мере, за сборную Северо-Восточного федерального университета. Сейчас до сих пор играете же, да? Кайсен, Я играю. Ага, Айсен играет, Джилус уже... все уже. Ага, ты закончил, да, университет, получается? Ну, получается, Айсен, тогда вопрос к тебе. Какие еще соревнования ждут университет вот, ближайшие? Ну, ближайшее у нас соревнование только одно осталось, это Кубок города. Мы сейчас в полуфинале играть будем. Но ближайших выездов таких не планируется в Россию. Мы в прошлом году играли в Золотой лиге, как вы помните, да, наверное, заняли 2-е место. Но сейчас в этом году, по-моему, такого уже не будет, выезда не будет. Да, в прошлом году действительно сборная Северо-Восточного федерального университета принимала участие в самых престижных соревнованиях среди вузов страны, да, дошли до финала очень уверенно и уступили только московскому ИФКИСу, да, вот, московская версия ИФКИСа, короче. Но ребята там все из Суперлиги, конечно, а вот хотелось бы еще раз обратиться к ребятам. Вот раньше вы играли в высшей лиге, и сейчас вот лично вы как оцените вот уровень игры в зоне Сибирь? Но уровень игры, как по мне, ничем не хуже. Скорости те же, ребята бегают, стараются, работают. Ну, как по мне, почти одинаковые. Но там, конечно, есть в высшей лиге команды, которые на голову выше. Но в среднем, так если оценивать, то одинаковые, можно сказать. Что думаешь, Джилус? У нас на 90% поменялась команда. Вот ребятам не хватает опыта. Вот, тяжело бывает. Ну, Но вот здесь вопрос про как раз вот эти глобальные изменения в составе команды. Все-таки идут на пользу они нам? Или пока мы еще не видим этот тот самый результат, на который мы все-таки ставки делали? Результата, конечно, пока сразу добиться очень тяжело, но я рад очень, что каждый год ребята молодые вливаются в коллектив, и глаза горят, стараются играть и попасть в клуб, и вообще защищать честь республики на таком высоком уровне. Мне кажется, это очень хорошо. Весь город и вся республика играет, не знаю почему, может быть, условия у нас такие, что 9 месяцев зимы, и холодно, залов очень много построено, и в зал вообще попасть невозможно никак. И даже задумываются, чтобы ночную лигу сделать здесь в городе Якутске. Да, Вот это такие очень, планы. это очень сложно и У тяжело. вас и глаза загорелись. И тяжело, но вот так вот, потому что времени совершенно не хватает. И вот, так что, мне кажется, очень хорошо играют все и дети, и взрослые, и даже среди ветеранов турнир сейчас сделали, ежегодный турнир, он продолжается с сентября по май месяц, участвуют 10 команд, сначала 6, потом 8, теперь 10 команд участвуют. Так что с каждым годом все больше и больше и больше. Мне кажется, самый массовый и самый популярный вид спорта — это вот наш мини-футбол.
Да, конечно, это здорово. Но, вот, Олег Михайлович, а если, продолжая разговор о составе, да, вот мы говорим о том, что 90% у нас состав изменилось, да? Вот получается, ребята, которые играли раньше в университете, они костяк сейчас, да? Они Практически все с университета, вот благодаря Сергею Павловичу, и вообще сильно поддерживает руководство университета, ребята. Они ездят, и благодаря соревнованиям, то, что выезжают, и играют они и Заре, и там, и там. Ну, в общем, пока немножко получается все. И потом заканчивают все, когда учебу, школу, все стараются поступить в наш университет и вот заниматься дальше, продолжать заниматься. То есть Будущие кадры наши. сотрудничество с Северо-Восточным федеральным университетом, конечно, да, продолжится. мы общаемся с Сергеем Павловичем и дружим, и ездили вот месяц назад мы на учебу вместе с ним учились в Москве, там приезжал главный тренер Барселоны мини-футбольного клуба, мы с ним вместе ездили, с Сергеем Павловичем, так что все пока идет на пользу, и сотрудничество наше, мне кажется, дает результаты, да, хорошие результаты. Ну и вот тогда поговорим о будущих результатах, которые бы мы хотели увидеть от вас. Куда отправляется мини-футбольный клуб «Заря» в ближайшее время? Какие соревнования у нас? Ну, в ближайшее время наша главная цель — это, конечно же, высшая лига в следующем году. Ну, все. Это главная цель. Вернуться в высшую лигу. Все верно. Ну, да. Туда, где и место Заре, да? Да. Нас там ждут. И вот благодаря помощи и руководству нашей республики хотим попасть туда и вернуться, и быть, и представлять там. Да, вот когда вот в последние годы, да, вот когда Заря играла в высшей лиге, все прекрасно знали то, что это, ну, пожалуй, самая старая же команда была, да, вот, ну, которая принимала участие дольше всех, наверное. Ну да. Да, и получается, вот мы говорим о том, что состав новый, и кто же эти молодые люди, которые вот пополнили состав Зари, вот те самые вот 90%? Ну, я еще раз говорю, это ребята, представляющие наш университет, и молодые ребята, это Заря ДЮС-4, детская спортивная школа, где наша база, где мы тренируемся, где мы базируемся. Вот директор школы Трофимов Альберт Иванович, он нас тоже поддерживает, всегда предоставляет нам и время, и все необходимые условия, чтобы мы тренировались. А так вообще стараемся только наших молодых ребят, вот, чтобы были только наши в команде. Хотелось бы мне видеть, чтобы были только наши якутские в команде ребята. И болельщиков будет больше, и вообще ажиотаж будет больше. И интерес огромный здесь у людей. Сейчас немножко нас не видно, но мы стараемся, чтобы это показывать. Исправить это в ближайшее время. А вот самый младший игрок мини-футбольного клуба «Заря»? Самый младший Сегодня, игрок, на сегодняшний день. это Цепандин говорил, да? Альберт Цепандин, да. Альберт Цепандин, ему он школу заканчивает только, ему 16 лет будет. И вот у нас Мохов Вадим есть тоже. Ну, в общем, ребята... Совсем молодые спортсмены. Да. И эти ребята вот тоже вылетели вместе с командой. Да, они каждый тур, мы берем их по одному человеку с собой, чтобы они и опыта набирались, даем им время и игровое, чтобы они играли. А для них какой-то важный старт. Да, приезжают, они совершенно по-другому и ведут себя здесь, и тренируются, они в залы вообще не выходят никогда, хотят тренироваться и играть в основном составе. Главное, чтобы про школу не забывали. Ну, да. Ну, вроде бы учатся, все нормально, все хорошо. Дневники показывают, проверяем. Старшие ребята не дают им плохо учиться. А самый возрастной такой, кто у нас игрок? Если взять. Купряков Александр. Ну да, он за собой ведет, можно сказать, всех. Он и капитан команды, он все знает, все изнутри команды. Ему 34 года, Саша, так что... Вот так вот в нашей команде играют как 16-летние, так и люди, кому уже за 30, да? Это, мне кажется, здорово. Александр Купряков, наверное, уже 14 или 15 сезон несколько играет. поколений воспитал уже. Да. 15 сезон. Ну, нужно человек себя играет. в форме держать, конечно, где-то лишний раз не погулять, ни на дискотеку, ни в клуб не сходить, ни что-то так. В общем, показывать, чтобы молодежь к тебе за тобой стремилась и шли за тобой. Ну вот мы говорим о том, что вот, воспитанники ДЮСШ номер 4 города Якутска, да, пополняют состав Зари. Вот мы помним то, что раньше дублирующий состав Зари выезжал и на соревнования. В 2015 году последнее достижение, да, вот Олег Михайлович, не дадите соврать, в 2015 году бронза. Бронза была или серебро? Серебро. Да, серебро даже. Вот. И в ближайшее время, наверное, же планируют, чтобы ребята сейчас тоже выезжаем, только, конечно, не под эгидой команды «Заря» выезжаем, а выезжаем под эгидой «Заря ДЮС-4». Там есть такой тренер
Анатолий Михайлович Самков, который с утра до вечера ищет, бегает, изыскивает деньги какие-то, там что-то как-то, в общем, старается правдами и неправдами вывести ребят. Если ребята не будут выезжать, не будет соревновательного периода, они никогда не будут ни расти и не прибавлять. Вот он возил сейчас в чемпионат России, был у нас в Нижнем Новгороде, месяц назад буквально, он 2007 год возил ребят. Ну и стараемся вот так как-то постоянно их возить. Если находим финансы какие-то, возможности, то вывозим детей маленьких. Да, да, да. Вот недавно, да, маленькие наши в Москве, да? Ну, маленькие вообще у нас ездят, Еще но это благодаря родителям. Да, им по 5 и по 6 лет, вот уже с такого возраста родители хотят, чтобы дети играли и занимались футболом. Вот, а это двигатель прогресса. Ну да, когда да, есть такое Это желание наше родителей. Действительно. Ну да. Да. Ну что ж, ребята, благодарим вас за то, что пришли к нам в студию. Очень приятно было вас вновь видеть у нас в гостях. Ну что ж, желаем вам удачи в следующих турах «Зона Сибирь» и ждем от вас только хороших новостей. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был главный тренер мини-футбольного клуба «Заря» Олег Марченко и игроки Джилстан Пестряков и Айсен Савин. Мы с вами увидимся после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, после короткой рекламной паузы с вами вновь телепередача «Спортклуб» и Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что ж, этот блок мы решили посвятить одному из таких ярких спортивных мероприятий, который пройдет в это воскресенье в рамках телерадиомарафона «Весна на НВК». Это долгожданное событие ждут многие телезрители, ну а любителям спорта отдельная приятная новость, ведь уже стала доброй традицией именно в рамках этого телерадиомарафона проводить суперматч по стоклеточным шашкам. Именно это событие мы решили обсудить сегодня в нашей программе. И мы давайте познакомим вас с нашими гостями. Это Матрена Наговицына, многократная чемпионка мира по шашкам, а также Николай Стручков, исполнительный директор Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, в начале беседы сразу стоит отметить, да, то, что наша именитая спортсменка Матрена Наговицына встретится с не менее именитой соперницей из Польши Натальей Садовска. Мы бы хотели, конечно, пригласить ее и в студию сейчас и устроить тут очную встречу, да, но, к сожалению, Наталья прилетит в Якутск только завтра утром. Не будем опережать события. Да, не будем опережать события. Ну и, конечно же, первый вопрос, пожалуй, адресуем к Николаю. Николай, вот как сейчас проходит подготовка к этому суперматчу и вообще расскажите немножко об этом проекте, который стал уже доброй традицией не только телерадиомарафона, но и в жизни интеллектуального спорта республики. Ну, добрый вечер, телезрители. Ну, это, да, уже 3-й год проводится такое вот соревнование, мероприятие, такой матч. И это, как бы, он проводится по инициативе целевого фонда будущих поколений. Это их была инициатива, ну, совместно с НВК Саха. Они вышли как бы первый раз на Федерацию шашек вот, с предложением таким сыграть. Ну и, конечно, мы как шашисты, Федерация шашек, это, естественно, для нас только плюс. Это, мы были очень рады этому. И очень рады, что это продолжается уже как традиция 3-й год. И думаю, что и дальше, надеюсь, что будет. Ну, действительно, любители именно этого вида спорта ждут с нетерпением, да, вот такого мероприятия. Матрена, вот вопрос к вам, или, наверное, к Николаю. А как выбирают вот соперника? Ведь у нас-то именитые спортсмены, а дальше как? То есть, может, какой-то есть жребий, может быть, личное, да, интерес. Может, как вы выбираете все время вот именно соперников для наших спортсменов? Ну, так, это происходит где-то вот... Ну, происходит встреча организаторов, да, со стороны вот, руководителя фонда, руководителя НВК Саха, телеканала и Федерации. Ну, вот, в этом году вот нам было, ну, сказали, чтобы мы предложения внесли, сколько вот. Мы внесли примерно 5 предложений, ну, всякого рода, до разных, до каких-то супер вообще, где можно, массовых, да, и... Ну, представители фонда и НВК рассмотрели эти предложения и в этом году, да, выбрали, вот, решили первый раз показать девушек и в первый раз показать именно стоклеточные шашки. То есть до этого 2 матча проходили русские шашки,
И в этом году решили вот стоклеточные шашки тоже как бы показать на телеканале и представить Матрёну, которая у нас именитая уже давно. А соперницу выбирали, ну, естественно, сейчас Садовская Наталья самая, ну, как бы действующая чемпионка мира. Она самая вот сильнейшая шашистка на данный момент в мире. Ну, естественно, она была первой кандидаткой. И тут А она сразу бесспорно, откликнулась или у нее еще были раздумки? Нет, она когда мы написали, да, она была в это время на соревновании в Турции, то есть и она была недоступна, поэтому несколько дней нам пришлось подождать. Ну, и велись переговоры также с ее тренером. И Она дала согласие. Ну, после, да, продолжительных где-то переговоров она дала согласие, да. И, конечно, они всегда вот тоже, поляки, ну, то есть рады таким событиям и приезжать, вот, участвовать, это были только за. Ну и вопрос к Матрёне. Вот мы знаем, да, вот то, что у нас в студии обычно бывают представители таких видов спорта, когда вот тренировки проходят именно в зале, да, вот работа с железом. Тяжеловес Да. у нас тут, фитнес. Тут такая интересная ситуация, вот стоклеточные шашки, да, вот, и я думаю, нашим телезрителям всем будет очень интересно, как же Матрёна Наговицына готовится вот к суперматчу, который Как состоится в воскресенье. проходят тренировки Да. у Матрёны? Ну, вообще я узнала где-то месяц назад, наверное, что примерно будет такой матч. Я очень взволновалась, конечно. И я сейчас работаю и тренируюсь в Чурапче. И там у меня проходят тренировки каждодневные. Плюс ко всему сейчас у меня, ну, вот перед матчем начались сборы. У меня сейчас играем со спарринг-партнерами, с такими именитыми, как Николай Гермогенов, Николай Гуляев, Гаврил Колесов. Они все меня поддерживают, вот, играют То есть со целыми мной, днями да, сидите, спарринг. просто меняете себе, да, соперника. Можно так У сказать. вас есть да, уникальный шанс, да, ведь у нас действительно Якутия славится, да? Да, у именно. нас очень сильные мужчины, с которыми очень, если сыграешь в шашки, то, ну, для женщин очень такие, ну, дают возможность стать еще сильнее. Знания получили. Да, еще новые знания дают. Да, Матрёна, вот еще такой интересный вопрос. Вот мы знаем то, что вы не раз вот встречались с Натальей на различных соревнованиях. И можно ли вот хотя бы примерно озвучить, сколько же раз вы встречались со своей соперницей из Польши и кто больше побеждал? Да, статистика есть такая? Ну, наверное, уже подвели ее, верно? К сожалению, я не Еще знаю, нет, да? честно, да, потому что, ну, я Наталью впервые встретила в 2001 году. Это, получается, 18 лет назад, когда я впервые поехала в Польшу на первенство Европы. И вот с тех пор у нас 1 год рождения, и мы вот всегда, Постоянно. да, постоянно вместе с ней участвуем и на юношеских турнирах, и на женских чемпионатах, и везде, получается. Но в основном у нас ничьи, и в классической программе, да. Ну, пока еще я не считала, какие еще. Примерно равная борьба идет, да? Да, примерно равно, То я есть думаю. достаточно Ну и по рейтингам, по этим у нас равные, равно. можно сказать. Да. То есть соперники вы такие, значит, нет такого, что кто-то круче или немножечко послабже, да? У вас по рейтингу Да, одинаково? да. Ну хорошо, но есть ли вот именно чувство какого-то переживания, вот того, что все-таки мы в рамках именно вот родного города, ответственности больше на тебе, или ты, наоборот, чувствуешь себя увереннее и считаешь, что это твой, наоборот, плюс, нежели у госпожи из Польши? Ну, естественно, это мой плюс, конечно. За меня все будут болеть, я очень надеюсь. Вот. Но, с другой стороны, это еще большая ответственность. И, конечно, очень волнуюсь. Да, волнуюсь, да. Ну вот мы когда говорили, да, в начале нашей беседы об организации этого турнира, вот Николай, будучи скромным человеком, мне сказал, не озвучил то, что и сам он принимал участие в этом проекте, вот наш именитый мастер этого вида спорта, также вот в первом же розыгрыше, да, вот именно в первом 2 проекте года назад, с Гаврилом в Колесовым вы 17 году, встречались. да. Да. И потом, получается, в прошлом году, опять-таки в рамках телерадиомарафона, Гаврил Колесов уже встречался с господином Белошеевым, тоже именитым мастером. И в этом году вот впервые, как уже сказал Николай, у нас девушки. Ну и хотелось бы обратиться к Николаю. Вот объясните, пожалуйста, по какому регламенту будет проходить этот суперматч?
Да, ну то есть у нас раньше русские шашки игрались по 2 партии, то есть микроматчи, да, 6 партий мы играли. Ну, стоклетки чуть больше, да, времени надо, чтобы на игру, поэтому будет 3 партии. Основная игра, то есть 3 партии. Будет по 3 минуты каждой участницы, плюс 2 секунды за ход будет добавляться. И по результатам 3 партий, если кто-то не будет выявлен победитель, то есть то будет играться дополнительно уже так, по правилам суперблица, так называемое, и до первой победы уже. То есть времени еще будет меньше, это еще будет напряжение, еще будет азартнее, более, и для зрителей, наверное, более, даже будет еще интереснее. А тогда вот Матрёне вопрос. А все-таки ты себя увереннее чувствуешь в стоклеточных шашках или все-таки в русских? Или как вот? Стоклеточных. Стоклеточные. То есть стоклеточные это твоя фишка, да? Да. Отлично. Да, Матрёна у нас больше, специалист по стоклеточным, а в русские тоже хорошо играет. Вот даже в прошлом году, наверное, первый раз поехала в русские шашки и уже тоже добилась, и чемпионкой России стала, и на чемпионате мира. Матрёна, а кто вот твой главный тренер? Вот кто тебе все-таки вот учит и дает тебе вот именно такие знания, благодаря которым ты добиваешься такие замечательные результаты? Вот кто? Мой тренер Николай Николаевич Кычкин, второй. Ага, он меня тренирует еще с младших лет. Ну, нас очень много. Он в Чурапчинской спортивной школе он работает. И сейчас я работаю вместе с ним вот в этой же школе. И он также меня тренирует. То есть до сих пор вы вместе, да? Да, а раньше я тренировалась у его родителей Марии Никитичны и Николая Николаевича Кычкиных, первых. Вот. Матрёна, Потом вот вся республика знает вас, вы у нас прославленная спортсменка, многократная чемпионка мира, и я думаю, всем интересно было бы узнать, как же, Матрёна, вообще вот вы пришли в мир интеллектуального вида спорта, и помимо шашек, вот какими-нибудь другими дисциплинами занимаетесь или нет? Меня привел мой папа. Я начала заниматься шашками с 5 лет. Ну, начала вот играть именно, как научилась ходить, вот мелкие комбинашки. А потом уже с 4 класса вся моя семья переехала из деревни вот в районный центр в Чурапчу. И оттуда вот началась моя карьера с 4 класса, получается. Начала каждый день заниматься до сих пор. То есть, а на сегодняшний день вы еще и преподаете, правильно? Да, я также являюсь тренером. Отлично. То есть шашки это стало уже вашей жизнью, а не просто увлечением, да? Хобби стало работой. И то есть вы воспитываете уже себе новых, учеников ваших, и, возможно, совсем скоро, через такие 5 лет на проекте «Весна» на НВК приедут уже ваши ученики. Я очень на это надеюсь. Хорошо, Матрёна, мы знаем, что в прошлом году у вас было очень много выездов, порядка 10, наверное, да, вот ближе к 10 выездов в прошлом году было. Да. Какова ситуация в этом году и какие ближайшие соревнования, вот на каких ближайших соревнованиях мы сможем увидеть вас? Сейчас я готовлюсь, в Китае пройдет такой же примерный блиц, блиц-турнир по 2 турнира, называется Кубок чемпионов, где будут участвовать чемпионы, 18 человек, которые отбираются со всего мира по разным критериям. Вот там я буду участвовать, еще у нас намечается чемпионат мира по классической программе, куда я попала в прошлом году, выиграв чемпионат Европы. Мира есть, возможно, будет проведен в городе, у нас в Якутске. Есть такой вариант, да? Да, и сейчас в правительстве идет переговоры. Может, они, если добро, согласие. Ну, дай бог, чтобы чемпионат мира. 16 сильнейших шашисток со всего мира, со всех континентов приедут к нам, да. Ну что ж, Матрён, мы желаем тебе, конечно, удачи. Встретимся с тобой в воскресенье. И для вас, дорогие телезрители, напоминаем, что в это воскресенье в 19:30 состоится суперматч по стоклеточным шашкам в рамках телерадиомарафона «Весна» на НВК. Все будет проходить в прямом эфире, поэтому болеем за Матрёну, наблюдаем и, конечно же, поддерживаем ее своим добрым словом. Пальчики скрестим, и Матрёна, конечно, мне кажется, оправдает надежды всей республики. Да, дорогие друзья, не переключайтесь, мы вернемся после короткой рекламной паузы.
Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире. С вами телепередача «Спорт-клуб». В студии по-прежнему работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну, мы с Власом любим заключительный блок наших программ обычно завершать не именно профессиональными видами спорта, да, где есть достижения, медали, кубки, а мы стараемся пропагандировать вообще здоровый образ жизни. И сегодня мы поговорим с вами про фитнес. Но фитнес не простой, а фитнес антивозрастной. Есть и такая терминология вот в таком мире спорта, да. И поэтому сегодня в студию мы пригласили Наталью Владимировну Соколову. Она является сертифицированным инструктором групповых программ, а также любителей фитнеса. Это Лариса Григорьева и Розалия Максимова. Здравствуйте. 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 Ну, Наталья, вы у нас спортсмен опытный, работаете по разным направлениям, но сегодня мы поговорим с вами вот именно про антивозрастной фитнес. Да. Насколько он популярен в Якутске и как давно вообще стали развивать подобные программы? Так, ну, я скажу про себя. Да, в частности, я занимаюсь этим с осени 2018 года. То есть я стараюсь ежегодно проходить обучение различные, то есть каким-то образом модифицировать, да, свою, так сказать, повышать квалификацию. И вот буквально осенью, в октябре, я прошла вот такое обучение, как вот анти-эйдж фитнес и направление здоровая спина. И вот я с конца октября активно пропагандирую это направление. На самом деле это очень полезно, потому что после, пожалуй, 35, наверное, 40 лет организм человека требует физических нагрузок, уровень жизни, да, вот постоянно сидячая работа, постоянные какие-то, ну вот вообще малоподвижность, да, вот как бы оно все, и вообще, вы знаете, вот я поняла в какой-то момент, да, что вот глядя на родных, да, вот на, что там говорить, на коллег, да, вот что от физических нагрузок, да, вот после 30, после 40 лет, да, зависит качество дальнейшей жизни. То есть, в принципе, другими словами, да, какой будет наша старость. То есть, вот так вот. То есть, позаботиться о своей старости, возможно, и в 35, и в 40 лет, и начать себя вполне тренировать. Вот тогда вопрос непосредственно к тем, кто пришел, да, на эту программу. Это Розалия, как вы узнали про именно программу «Здоровая спина» и анти-эйдж фитнес? В Инстаграме увидела, позвонила Наталья и пришла, занимаюсь уже 4-й месяц. 4-й месяц. А Лариса, как узнали? Ну, я искала в своем микрорайоне фитнес какой-нибудь, да, и стояла на остановке однажды и увидела рекламу, надпись. И там же был телефон, сразу же позвонила, Наталья нас пригласила, мы с дочкой зашли. И все, началось. Влас, ты посмотри, как они сидят. Вот сразу видно здоровая спина. Люди сидят с прямой осанкой. На фоне нас, мне кажется, ну, нам просто необходимо видеть такие объявления на рекламных остановках, чтобы прибежать вот на подобное. Реклама, двигатель процесса. Вот так работает реклама, дорогие друзья. Да, вот путем социальных сетей или же обычная вот расклейка на остановках. Это действительно работает. Побуждает к тому, чтобы прийти в спортзал. Ну, немножко забегая вперед, мы бы хотели сказать нашим телезрителям о том, что вот наши уважаемые гости покажут и практически часть. Ну а прежде чем приступить к ней, хотелось бы вот узнать, как же вот работает анти-эйдж фитнес, за счет чего вот... Да. То есть это что? Да, и за счет чего вот идет эффект? Да. Эффект, как и в других, во всех направлениях, идет за счет постоянных нагрузок. То есть это необходимо постоянно заниматься. То есть вы пришли, начали и бросили, так не бывает. То есть в любом случае необходима динамика. Все время заниматься. То есть если человек никогда не занимался, но пришел, начал, и у него какие-то пошли результаты, ни в коем случае нельзя это бросать. И думать, что это зафиксируется, и все, да? Да, что ты вот чего-то добился, и все. Это вот как во всем, вообще как во всем. То есть вы пришли, позанимались и ушли, что-то добились. Вот, допустим, в случае с Розалией у нас, вот, она пришла с очень больным плечом. Вот я ее помню, она не могла ни руку поднять. Вот мы с ней занимались, вот она вот на такой уровень поднимала у нас руку. Сейчас... Ну-ка, покажите, как сейчас. Покажите, вот какая рука. Покажите вторую, чтобы не думали, что вы здоровую показали. Да, на самом деле, ну действительно, потому что вот есть результаты, мы видим результаты, и мы стремимся их улучшить, да, мы стремимся их улучшить. Но сегодня мы поговорим именно про программу «Здоровая спина», да, в частности, потому что это очень такая узкая, да, специализация, и не в каждом фитнес-зале можно именно
И не каждый тренер может преподавать именно это движение, как здоровая спина, да? То есть весь акцент все время на спину во время тренировки? Нет, здоровая спина, направление здоровая спина – это одно из поднаправлений фитнеса. То есть туда включаются элементы пилатеса, элементы йоги, элементы стретчинга и непосредственно силового фитнеса, да? Но люди приходят с протрузиями, с грыжами, мы исправляем, я даже не боюсь это говорить, лордозы, сколиозы. Ну, конечно, мы не лечим, я не врач, я тренер, но есть улучшение. Прямо я вот вижу улучшение, потому что женщина, вот у нас была тоже клиентка, она приходила, все, но она добилась результата и остановилась. Вот я говорю сейчас про Оксану, девочки ее знают, и она добилась результата. Она сейчас ушла от нас, но я уверена 100%, что она придет, потому что она мне недавно звонила, сказала, что вот она вернется. Хочет. Ну что, давайте, у нас осталось буквально 5 минут, давайте покажем, как же проходят ваши тренировки. Девочки, проходите на ваши коврики и покажите нам, как вы занимаетесь именно анти-эйдж фитнесом. К нам лицом. Ну что, у вас очень такие чудо-коврики и какие-то вот такие... Лицом туда, к зрителям давайте. Туда. Так, к зрителям, да. Давайте лицом туда. Так, давайте я чуть-чуть стану впереди, да, чтобы девочки меня видели. Ну, как и любая программа фитнеса, в любом случае начинается с разминки. Мы не размялись, да, в любом случае мы сейчас разомнемся. Быстренько, Наташа, у нас совсем мало времени. Я поняла. Так, мы начнем с плечей, да, дабы нам... Буквально давайте, девочки, по 4, по 6 раз. 3, 2, 1, вперед. 3, 2, 1. Отсюда мы начинаем. Вдох, прогиб. И выдох, округляем спинку. Вдох и округляем спину. Еще раз вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще последний раз вдох-выдох. И уводим грудной отдел позвоночника в сторону. Направо и налево. Направо. Колени у нас мягкие. Налево. Направо. Налево. Я думаю, наши телезрители могут повторять. Вперед. Да, прямо сейчас, онлайн. Округляем в сторону. Вперед. В сторону, округляем, и в другую, округляем, в сторону, да, и последний раз, давайте еще на разминочку еще одно упражнение, наклон у нас идет с прямой спиной, мы уходим вперед, и с круглой поднимаемся на выдохе наверх. Это такое движение есть в йоге, я да. Прямая спина у нас идет вниз, и круглая наверх, и последний раз, прямая спина вниз, и круглая наверх. Теперь мы хотим показать одно из наших любимых упражнений в нашей студии, что, собственно, способствует, да, выпрямлению позвоночника, осанке и как бы вообще занятия. Да. Мы называем, как бы, это сейчас называется постуральный фитнес. На сегодняшний день вот это сейчас очень модное направление. Девочки сейчас, значит, садятся красиво на ролл. Это ролл называется? Это называется ролл, да. Я бы сказала, сосиска какая-то. Ты, может быть, тоже, Дарья, попробуешь? А что делать-то надо? А давай ты попробуешь. Давай. Так, боже мой, как они это делают? Мы садимся сюда. Сюда садишься ты на ролл. Села. Да. Ой, ложишься полностью спиной, давай сюда. О, боже мой. Затылочной частью мы укладываемся на краешек ролла. Молодец. И чуть-чуть спиной, вот так вот вправо-влево, мы находим удобное положение для позвоночника. С ума сойти, как нашли удобное положение. Да? Есть? Да. Чуть-чуть покачались вправо-влево. Теперь смотрите, у всех у нас есть естественный прогиб на пояснице. Да. Теперь давайте на 4 счета, да, на 4 раза. Мы прижимаем к роллу и отпускаем на выдохе. Ой, это реально. Прижимаем. Я думаю, и отпускаем. Еще раз прижимаем и отпускаем. И последний раз. Теперь смотрите, девочки, разводим ручки в стороны, так как места мало, давайте вот так вот, да. И теперь делаем такое движение. Вот так вот, оп, лопатками обхватываем ролл и отпускаем, расслабляем. Ручки на весу у нас находятся, то есть мы не касаемся пола. И вот так вот лопаточки свели вместе и отпустили. Свели вместе, обхватили ролл лопатками и отпустили. Свели, обхватили и отпустили. Дарья, как ты себя, Даша, чувствуешь? Я прям не хочу еще раз подниматься с этого ролла, мне очень комфортно здесь. Это шикарное, да, приспособление на самом деле. Ты, подожди, лежи. Ой. Последнее я покажу. Девочки, все вытягиваем ножки, вытягиваем полностью ножки. Ой. И руки закидываем назад за рог. Дарья, спокойно. Так. И лежим, прямо отдыхаем. Я сейчас каждая из вас подойду, начну прямо с Даши, чтобы она почувствовала на себе все прелести. Что происходит? Ты сейчас вытягиваешься полностью на ролле. Сейчас я тебя чуть-чуть потяну, твои руки наверх по очереди, и ты сама расскажешь об ощущениях. Я тяну сначала одну руку,
потом я тяну вторую руку, и я тяну Дарье обе руки. О, я расту. Да. При этом движение у нас... О, как приятно. Глаз. Тебе с больной спиной сюда. Мы и растягиваем позвоночник, и выпрямляем. Я по очереди тяну одну руку, вторую и две сразу. Я иду с прямой Именно спиной. эти упражнения способствуют выпрямлению осанки, как я понимаю. Эти упражнения, да, это вот то, что мы сейчас показали. Девочки, красиво встаем. Встаем. Вот вставать я не Присаживайтесь. успела сказать Даше, что вставать так нельзя с да? ролла. Да, с ролла мы встаем, скатываясь на бок, потому что спинку надо свою беречь обязательно. Девочки, садитесь к нам. Садитесь, девочки, Ну потом вот видимо, спину Розалия покажем, не дали говорила, нам. что с больной рукой пришла и избавилась, да, от болевых этих ощущений. А что касается Ларисы, вы пришли с какой-то определенной целью или с каким-то болевым каким-то синдромом? Что у вас было? У меня работа такая сидячая, иногда бывает за компьютером, там пишу что-то, да, и поэтому проблемная часть это как раз вот шейная часть, да, хондроз, вот это, да. ага, да. Я на массаж хожу иногда, там, но как-то вот все-таки вот занятия именно вот этим нашей здоровой спиной прямо вообще очень Эффект хорошо. на лицо, да? очень, ага, даже забыла про это. Как часто проходят тренировки? Быстренько, Наташа. 3 раза в неделю мы занимаемся, вот активно занимаемся, мы занимаемся на роллах. Вот сейчас не успели мы показать, мы их еще ставим вот Вертикальное не положение? только, да, мы еще их горизонтально кладем, то есть девочки у нас раскладываются и вот так, и вот так. Все, В общем, отлично. очень эффективно проходят Ну что, тренировки. спасибо большое, что рассказали нам про такое движение, как анти-эйдж-фитнес. Ну, а на этом, дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Увидимся на следующей неделе.